Любила девочка качели, ее тянуло в небеса, где птицы стаями летели за пожелтевшие леса. Она мечтала о полете, как можно в юности мечтать, и в ученическом блокноте любила небо рисовать. Была суровой и негладкой до взлета первого стезя, бывало плакала украдкой, покуда шла через нельзя, но полетела, доказала, что ей подвластен самолет. Немного женщин у штурвала, во всей стране наперечет. Валерий Вьюхин. Эти стихи Валерий Вьюхин, сам профессиональный летчик, посвятил Галине Дубровской, первой коми-женщине-летчице, единственной в нашей республике женщине-командиру экипажа Ан-24. 12 лет, как Галина Анатольевна рассталась с летной работой, но продолжает жить жизнью Сыктывкарского аэропорта, работая там же в отделе материально-технического снабжения. Быстротечно время, но и сегодня Галина Дубровская помнит свою первую встречу с небом. Это был очень интересный момент, да. В качестве пассажира я первый раз поднялась в воздух в 7-летнем возрасте. Отец решил меня отвезти к бабушке в Деревянск. Дорог тогда не было. Один путь – авиация. И вот мы полетели в Усть-Кулом. Летели-то всего час, да, но что было, конечно, меня там уболтало, всю наизнанку вывернуло. И когда, значит, мы приземлились, у меня сил не было идти. Я села на какое-то бревнышко. Папа встал так надо мной и говорит: ну вот, а еще летчицей хочешь быть. Вот так был мой совершен первый полет в село Усть-Кулом. Кстати, он стал у меня как отцом-крестником Усть-Кулом. Почему? Вот когда я уже пришла в производство, то мой первый полет был выполнен тоже на Усть-Кулом. Определили меня, ну, как и положено, как и все летчики, вторым пилотом Ан-2. Командиром был Калинин Юрий Михайлович. О нем я потом расскажу особо, хорошо? Вот. А проверяющим был Кулешов Дмитрий Денисович. И мы полетели. Все было хорошо. Но мне постепенно становилось все хуже и хуже. Уболтала меня, как в том далеком детстве. Вывернула меня наизнанку. Мы прибыли в Усть-Кулом. Я была, в общем, не я, а предстояло еще лететь в Устнем. Тогда ребята, я так, ребята скажу, да, оставили, да, пролетчика меня. Ты, Галочка, посиди, отдохни, в Устнем мы сами слетаем. И вот я осталась в Усть-Куломе дожидаться их возвращения. Ну, в общем, все было нормально, отошла я хорошо. А вот такой интересный момент, когда я, значит, на Ан-2 обычно что возят? Не только ж пассажиров, груз, почту, да, по деревням. Вот. И второй пилот, это как раз входило в мои обязанности, он сдает и принимает и сдает все это. И надо подписываться в документах. И вот я расписываюсь, а фамилия у меня была не Дубровская, Ракина. Пишу Ракина. А дежурная по посадке смотрит и говорит, по коме ко мне обращается, и говорит: Ракина? Говорю: Ракина. А ты, говорит, здешняя? Нет, говорю я, это папа мой из Деревянска. О, она меня приняла как родную, вроде как породнились. А я кыдья коми, кыдья роч, Нина Могагаро. Бог Троицу любит, да? Был третий случай встречи с Усть-Куломом. Конечно, у меня было много встреч с ним потом, но случилось это так. Прошло время, меня вели в командиры на Ан-2. И надо было выполнить, соответственно, первый самостоятельный полет. И опять точкой назначения был Усть-Кулом. Была прекрасная погода. Это было накануне Дня воздушного флота, 17 августа 1973 года. Второй пилот Веня Сахаров, царство ему небесное.
И, как ни странно, вот был на борту еще корреспондент. Да, мы отправлялись через Усть-Кулом на Троицко-Печорск. Вот это моя третья встреча с крестным городом, отцом Усть-Куломом. И именно в качестве командира уже теперь Да, экипажа. да, в качестве командира. А вот скажите, для вас 18 августа особый ведь день? Да, конечно. Вообще для истинных авиаторов именно 18 августа, а не второе, не третье воскресенье августа. 18 августа – День воздушного флота. В этот день все летчики отмечают его. Ну а как вы обычно отмечаете? Вот я помню, раньше в детстве именно здесь устраивались показательные выступления, да? Даже, по-моему, бесплатно детишек катали на самолетах. Да, это было. И мы тоже в те годы отмечали и катали, только, правда, уже платно. Я сама помню, как катала своих детей на Ан-2. Вот. Ну а так, как в городе? Застолье. Были концерты в молодости нашей. Мы посещали концерты, вечера проходили. Ну, такие вот товарищеские встречи. На природу выезжали, на шашлыки. И, по-моему, даже вот где-то здесь устраивались пикнички. Ну, это, наверное, в очень далеких годах. Я их помню. Да. И это было воистину народное гуляние. Да, конечно, потому что вообще-то летчиков всех очень и очень уважали и любили, народ любил. В 50-е годы авиация была особенно любима народом. По праздникам в родительский дом, где росла Галина, часто приходил дядя Миша, высокий, статный, жизнерадостный человек и непременно с баяном. Сейчас вы видите его на экране. Это кадры из документального фильма, снятого в 1989 году, копия которого бережно хранится в домашнем видеоархиве Дубровских. Маленькая Галя, впечатлившись красивыми песнями, влюбилась тогда в летную форму дяди Миши. По окончании школы ее выбор был предопределен – «Буду летать». К 17 годам, занимаясь в аэроклубе при ДОСААФ, она уже совершила 150 парашютных прыжков и имела 3-й спортивный разряд. Но для того, чтобы поступить в училище, надо было иметь за плечами еще и определенное количество налета часов на самолете. Необходимый для поступления минимум Галя Ракина получила в летном подразделении в Кирове. О летном училище в Грабцево, что под Калугой, остались самые теплые воспоминания. Оно дало ей прекрасную летную и парашютную подготовку. Приехав на каникулы в родной город, побывала в Сыктывкарском авиаотряде и заявила: «Хочу у вас работать». Необычно, конечно, девушка-летчик, но принять согласились. Сейчас за плечами Галины Дубровской 8000 налета-часов. 20 лет жизни отдано авиации. Скажите, случались у вас какие-то экстремальные ситуации в воздухе? Вот я как бы предвидела этот вопрос, да, и вы не первая, кто задает такой вопрос. Вообще, дай бог, чтобы ни у кого они не случались. И, к счастью, у меня таких катастрофических или близких к ним не было экстремальных ситуаций. Но я полагаю, что для летчика вся его жизнь – это экстремальный случай. Элементы полета, взлет-посадка, погодные условия – это все экстремальные моменты нашего производства. Особенно они интересны. И человек чувствует себя победителем, когда действительно выходит из всех положений, победителем. Наступает чувство удовлетворенности, самоутверждения такого. Я вообще любила летать, когда метеоусловия были сложными. Обход гроз, когда предельный, боковой ветер, туман, сильные ливневые осадки. Это все интересно с профессиональной точки зрения. Это интересно. А не было страшно? Страшно во время полета? Нет, не было. После полета, анализируя некоторые моменты жизни, становилось страшно, что могло бы быть и хуже. Я думаю, я уверена,
таких моментов у летчика в жизни бывает, и не один. Вот мы сейчас стоим на фоне самолета Ан-24. Вот теперь я бы хотела, чтобы вы рассказали о том, как вы летали на этом самолете. Но это, конечно, самая родная мне машина. Я ее лучше всего знаю. Мы с вами беседуем, говорим здесь. У меня сердце ходуном ходит, потому что я это все переживаю заново. Вот я здесь работаю, я никогда к Ан-24 не подхожу, потому что мне трепетно больно подходить к нему. Слишком много связано с ним. А летала я на этой машине с удовольствием, с большим удовольствием. Мне вообще очень в жизни везло. Везло в смысле встречи с людьми хорошими, порядочными, надежными. И вот экипажи мне всегда доставались замечательнейшие ребята. Мы жили очень дружно. И вот я упомянула в начале нашего рассказа о Калинине Юрии Михайловиче. Он был первым наставником у меня производственным на Ан-2. Ну, работаем в одном предприятии, переучивались в разное время, а судьба свела, и на Ан-24, работая с разными экипажами, основным начальником у меня опять же был Калинин Юрий Михайлович, да? Вот это такой прекрасный человек, до мозга костей, очень надежный, очень честный, добрый, с такой большой любовью к людям. Он всегда во всем шел навстречу. Он так понимал летчиков. И по натуре вот характер у него веселый. Он такой заводной, любит гитару, поет песни, компанейский. Женщины в нем души не чают. Мужчины очень уважают. А дети просто липнут к нему. И вот вообще-то таких людей как бы и немало, но все-таки среди таких еще и выдающиеся есть, вот как Калинин Юрий Михайлович. И вот с ним тоже приходилось много летать на Ан-24. И подсказывал, и ненавязчиво поучал, и выручал. Ну, в общем, Ан-24 – это для меня, ну, скажем, все, в жизни все. А скажите, когда вы последний раз летали на этом самолете? Это было очень давно. Это было в августе 1990 года. Вот уже 12 лет, как я не садилась за штурвал самолета. А время пролетело, как один день, как мгновение. И душа моя, конечно, в авиации. Галина Анатольевна, а может быть, сегодня мы ради съемок наших снимем, как вы за штурвалом самолета? Так, с удовольствием, конечно. Если у меня это получится, то попробуем. Ну что, приглашайте нас туда в самолет. Да, давайте пройдем. Предполетный осмотр не будем проводить, он уже проведен. Наверное, многие помнят из детских снов физическое чувство полета, ощущение легкости тела, летящего в пространстве. Такой сон-полет, на мой взгляд, наиболее образно и ощутимо описан Куприным в рассказе «Сны». А будучи авиапассажиром, кто не испытывал чувство захватывающего восторга, овладевающего тобой, когда ты находишься высоко над землей? А есть еще и другое, профессиональное чувство, ощущение полета как любимой работы, связанной с управлением самолета. Когда власть над сложной техникой, ее подчинение твоим желаниям, воля, само по себе является источником огромного удовольствия. Штурвальчик. И ностальжия. Галина Дубровская оставила свой яркий и четкий автограф в небе. В Музее истории гражданской авиации Республики Коми собрано множество материалов о ее безупречной работе. Авиаторы считают, что полет делает человека чище, добрее. В сложных летных обстоятельствах обретается небесное чувство товарищества, когда между людьми устанавливаются бескорыстные отношения. Такие же небесные взаимоотношения царят в доме Дубровских, куда сейчас направляется наша съемочная группа. Муж Галины Анатольевны, Валерий Федорович, работает техником
по учету аэронавигационной информации в Сыктывкарском филиале аэронавигации Северного Урала. Был штурманом, прокладывал путь лайнером. Так и сейчас в семье он прокладывает путь. Если бы не он, считает Галина Анатольевна, не состоялась бы ее летная карьера. Галина Анатольевна, что легче? За штурвалом самолета или за рулем автомобиля? О, конечно, за штурвалом самолета. Легче. Безусловно. Почему? А там никто не мешает. А здесь машина на машине, пешеход на пешеходе, недисциплинированность. В общем, проблем хватает дорожных. А вы любите вообще порядок? Очень. Я вообще человек дисциплинированный. Наверное, без этого в вашей профессии нельзя, да? Безусловно. А вот если бы вы не стали летчиком, то кем бы вы стали? Наверное, бы учителем или драматической актрисой, которая из меня не вышла по сложившимся обстоятельствам. Я не знаю коми языка. Но дело не в этом. Все равно я хотела всегда быть летчиком и стала. А вы ведь Именно по им. национальности коми, да? Да. И получается, что вы первая коми женщина-пилот. Не мешайте водителю во время движения. Чуть не проскочили поворот. Хорошо, замолкаю. Галина Анатольевна призналась, что если бы не стала летчицей, то, может быть, была бы учительницей или актрисой. Впрочем, одну роль на сцене Дома культуры авиаторов она сыграла. Роль коми-героини гражданской войны Домны Каликовой. Но ни фотографий, ни тем более кинокадров спектакля, к сожалению, не сохранилось. Но есть кинохроника главной роли ее жизни – командира Ан-24. Была суровой и негладкой до взлета первой стезя. Бывало, плакала украдкой, покуда шла через нельзя. Но полетела, доказала, что ей подвластен самолет. Немного женщин у штурвала, по всей стране наперечет. И еще, у каждой женщины, наверное, есть самая главная миссия – быть женой и матерью. И с этой ролью Галина Дубровская справилась отлично. У нее прекрасные дети, дочь и сын, и любящий муж. Ну, у вас, можно сказать, что уже династия. У вас летная семья, да? Кто у вас самый первый был в роду летчиком? В роду нет у нас летчиков, по-моему, ни у кого. Как же, Валера, ну что ты? Первым летчиком был его брат Володя. Он был командиром на Ан-2, на Ан-24, на Ту-134. Вот. А вот авиаторами, помимо летной профессии, будем говорить так, был отец Валеры. Он бывший советский офицер и попал под хрущевское сокращение штатов советских воинов. Это было, наверное, в 60-е годы, 1 200 000. И тогда он посвятил себя служению в авиации и работал на разных командных должностях в ШВЛП. Это школа высшей летной подготовки в Ульяновске. И мама там же работала в администрации. Вот так началась династия дубровских авиаторов. Есть продолжатели династии? Продолжатели нашего дела? Да, конечно. Наша дочь Наташа пока. Но а чем будет заниматься Федя, не знаем. Ваш сын, да? Да, все еще впереди, он только школу закончил. Есть у него желание попасть в Академию гражданской авиации, но как получится.
Мне часто снится, что я снимаю или монтирую передачу, озвучиваю, чаще монтирую во сне передачу. А вот вам снятся полеты, что вы за штурвалом корабля? Долго снилось, может быть, десяток лет какой-то там. И сейчас иногда хочется где-то пересечь всю Россию с конца в конец. Посмотреть, как сейчас стало где. Но уже очень редко. Потому что чувствуется, что это невозможно, конечно. Да, да. Поэтому, видимо, и перестало сниться, и реже вот это чувство появляется. Переживание все время в душе. Первое время тоже. И снилось. Сейчас очень редко. Но поскольку мы находимся-то все равно при самолетах, при авиации, служим нашей авиации, к сожалению, коми-авиация потеряла свое лицо. Это далеко не та авиация, о которой мечтали мы, о которой мечтали наши предшественники, и даже сегодня, о которой мечтают многие. Хочется, чтобы она была лучше, краше, добросовестнее, чтобы служила людям, простым людям, а не только избранным. Конечно, можно так предположить, что век девчонок в авиации прошел, складывается такое чувство. Я думаю, что это не так. Девчонки, дерзайте, ищите пути, идите в авиацию, летайте и показывайте нашим мужчинам, что вы можете. Очень многое можете в нашей жизни. Каждый день кто-то из женщин, не российских, а иностранных, пролетает над Сыктывкаром и ведут связь с диспетчерами Сыктывкарского. То есть слышны женские голоса, да? Да, французские, немецкие, швейцарские. Экипажи вот имеют в своих составах то ли летчиков, то ли штурманов, которые ведут связь. А у нас в Республике Коми женщин-летчиков уже нет, да? У нас все кончилось К на сожалению, Галине да. Анатольевне. Галина Анатольевна, а какие ваши самые любимые цветы? Ромашки. Почему? Вот у меня есть небольшое посвящение, я сейчас прочту. Ромашка – нежное создание. Ты всем невзгодам вопреки спешишь со мной на свидание. Вдоль ВПП или у реки. Ты – спутник всех аэродромов, с печалью провожаешь нас и с белой радостью встречаешь сиянием ярких желтых глаз. Безмолвный друг всех летных судеб, гадалка молодой любви. Подумать страшно, вдруг не будет тебя у грешницы земли. Похожая на парашютик, святыня, милая моя, меня на землю возвращаешь. За это я люблю тебя. Самолет поднимается выше и выше, и моторы на взлете протяжно ревут, а внизу еще ясно виднеются крыши, а под каждой крышей люди живут. А внизу еще ясно виднеются крыши, а под каждой крышей люди живут. Кто-то цифры какие-то делит и множит, кто-то пишет стихи, увлеченный мечтой,
Кто-то с зеркальцем долго расстаться не может, собираясь кого-то сразить красотой. Кто-то с зеркальцем долго расстаться не может, собираясь кого-то сразить красотой. Придвигает старушка вязание поближе, торопливо листает конспекты студент. То ли это в Москве, то ли это в Париже, не имеет значения в данный момент. То ли это в Москве, то ли это в Париже, не имеет значения в данный момент. Самолет поднимается выше и выше, и моторы на взлете протяжно ревут, а над миром синеет огромная крыша. Пусть под этой крышей спокойно живут, а над миром синеет огромная крыша. Пусть под этой крышей спокойно живут. А над миром синеет огромная крыша. Пусть под этой крышей люди спокойно живут.